Процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное, происходящий с поверхности жидкости, называют испарением. Наблюдения показывают, что испаряются не только жидкости, но и твердые тела. Понаблюдаем за испарением твердого йода. Если кристаллики йода положить в колбу и нагреть, то через некоторое время йод превратится в пар, минуя жидкое состояние. Объясним процесс испарения с точки зрения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Нам известно, что молекулы жидкости непрерывно движутся с разными скоростями. Наиболее быстрые молекулы, находящиеся на границе поверхности жидкости и воздуха, преодолевают притяжение соседних молекул и покидают жидкость. Таким образом, над жидкостью образуется пар. Процесс превращения вещества из газообразного состояния в жидкое называется конденсацией. Процесс конденсации происходит одновременно с процессом испарения. Молекулы, вылетевшие из жидкости и находящиеся над ее поверхностью, участвуют в хаотическом движении. Они сталкиваются с другими молекулами, в какой-то момент времени их скорости могут быть направлены к поверхности жидкости, и молекулы возвратятся в жидкость. Процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое называют кристаллизацией. Рассмотрим процесс кристаллизации воды. В данном случае вода сначала будет охлаждаться до 0 градусов Цельсия, отдавая при этом некоторое количество теплоты окружающему воздуху. При этом будет уменьшаться ее внутренняя энергия за счет уменьшения средней кинетической энергии движения молекул. Когда температура воды станет равной 0 градусов Цельсия, она начнет превращаться в лед. При этом температура не будет изменяться до тех пор, пока вся вода не перейдет в твердое состояние. Этот процесс сопровождается выделением определенного количества теплоты и, соответственно, уменьшением внутренней энергии воды за счет потенциальной энергии взаимодействия ее молекул. Таким образом, переход вещества из жидкого состояния в твердое, кристаллическое, происходит при определенной температуре, называемой температурой кристаллизации. Эта температура остается неизменной во время всего процесса кристаллизации.